Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. В эфире передача «Испытано на себе». И я думаю, многие из вас видели вот такие вот предметы, то есть вырезанные из металла. Сегодня мы находимся в технопарке Якутия и испытаем себя в роли оператора ЧПУ, чтобы изготовить вот такой вот предмет. И в этом нам поможет компания Uran Machines. Чтобы сделать такую красоту, нужно проделать, конечно, много работы. И сегодня мы покажем вам весь этот процесс, а также познакомим с плазменным ЧПУ, с фрезерным и с лазерным. Поехали! Ну что, начнем мы, конечно же, с подготовки дизайн-проекта. Итак, мы сейчас находимся в офисе компании Uran Machines. Рядом со мной проектировщик Дмитрий Алексеев. Дима, с чего начинается сам проект, дизайн? Ну, сам проект начинается с картинки, либо с чертежа, который приносят сами клиенты. И мы тут в этой программе AutoCAD или SolidWorks разрабатываем финальную версию. И потом после этого скидываем на флешку и на лазерный станок. Ну, некоторое время назад мы немного подготовились, отправили фотографию нашего логотипа на передаче «Испытано на себе». И здесь уже это переводится во что? Векторный формат? Формат DXF, который понимает наш лазерный станок. То есть сам ЧПУ, станок должен понять, что ему надо. Да. Там преобразуют G-коды в самом станке и то есть координаты по трем осям, и она работает и режет, как здесь нарисовано. Видите? Но я знаком только с фотошопом, да, немного, и с Corel. Здесь, она очень похожа на так понимаю, надо вот так выделяется, да? Выделяется и вот Del. Ага. Да. То есть это у нас круги лишние. Можете сразу вместе. Несколько. Да. Итак, у нас есть вырезается, вот здесь будет пустота, да? Да. А вот здесь будет металл. И вот можем, допустим, поставить рамку. Выделить, потом правой кнопкой мыши. Правой? Да, можно и так. Если вы, например, берете с фотографии, да, обрабатываете логотип чей-то, допустим, вам могут, я так понимаю, просто по WhatsApp скинуть, например. Да, по WhatsApp можно скинуть, и оттуда здесь, здесь вставляем в этой программе, и там сверху рисуем. Рисуете со своими руками? Да, иногда своими, но иногда вот готове отправляют. Самое главное, надо избежать, особенно в надписях, вот эти внутренние части, которые могут упасть. Чтобы они остались, мы тут делаем перемычкой. Вот здесь, да? В буквах, например, мягкий знак, И, там, Р, А. Это надо тоже учитывать, но это неизбежно. Давай сделаем тогда на какой-нибудь букве. Так, давайте. Перемычка, например, вот буква И. Выберите линии, вон слева, с верхней линии. Вот. И потом сюда вот точка появится, квадрат. Вот. А потом нажмите один раз и вниз тяните. Вниз тянет. Видите? Далеко? Вот, до этой линии. Потом пустите. Так, ровно надо сделать. Примерно, да. Вот зеленая, да. Нажмите один раз, щелкните вниз, также опять до линии, примерно, чтобы было прямо, и опять щелчок подтверждения команды. Все, и нажмите Escape. Отмена команды. То есть теперь здесь будут... Да, вот эта внутренняя часть уже не упадет, то есть буква будет не пустая, а по центру будет объект. То есть давайте покажем, вот здесь, например, вот буква И. Вот эта часть у нас внутри, которая, да, она будет полая. И для того, чтобы вот это, так как здесь будет металл, да, правильно? Да, правильно. Чтобы она не упала, ее надо подкрепить такой перемычкой. Это будет две тонкие перемычки или здесь это останется сплошная останется? А здесь есть такое? Здесь нету такого, потому что то есть металл остался, а наружу нет.
Я думаю, нужно поблагодарить Дмитрия за разъяснение по поводу дизайна, как работать в автокаде. Но я думаю, что это прям только поверхностные такие познания. И сейчас самое время пойти дальше в производственный цех. Итак, сейчас мы переместились в производственный цех, где находится также, это большое помещение технопарка Якутия. Здесь находятся резиденты технопарка. Ну, а, собственно, вот здесь то, что нам нужно, это производственное помещение компании Уран Machines. Пройдемте. Ну что, давайте познакомимся. Это часть коллектива компании Уран Machines. Ну что, давайте сейчас Иннокентий расскажет про сам цех. И как раз мы приступим к производству непосредственно нашего логотипа. Видимо, я так понимаю, что это лазерный... Лазерный станок по металлу называется. Получается, она предназначена для термической резки разных листовых материалов из металла. Также алюминий, нержавейка и тому подобное. Да? И точная резка получается, начинается от 0,5 до 8 миллиметров. Очень высокоточный станок. Благодаря высокотехнологичному устройству этого оптоволоконного твердотельного лазера, она через луч пробивает металл до 8 миллиметров толщины. Ага. Ну, давайте, наверное, вот я вижу на стене, да, есть примеры. Например, вот для любителей маркообразных автомобилей. Да, у нас металла это вот 0,8, да? это получается так, полторашка, полтора миллиметра. 8 миллиметров может пробить. Да, максимально 8 миллиметров. А это получается, Ну, около. это нержавейка 2-миллиметровая, оказывается. Ага. Вот, например. Вот. Ну, к нам приходят разные вот марководы, футболисты, фанаты. Я знаю, это компания, которая Да. производит печь. Тоже резидент технопарка. Да. Они для Создали печки цены. вот логотип заказывают. Вот. Очень много любителей автолюбителей к нам обращаются. Вот, например, Land Cruiser, там, Mark, Honda и тому подобное. Пас. Да, и ПАС, автобусники приходят. Вот. Учителя школы. Вот. Ну, получается, очень нужная вещь для всех отраслей профессий. Всем нужно вот что-то, ну, хотят что-то порезать красивенькое, да? Это у нас возможно. На память. Пройдем, наверное, следующий цех. Там интересно. Так, получается, вот станок называется фрезерный станок по дереву. Вот этот станок мы сами собрали с нуля. Получается, вот. Вы его в смысле, Да. сами сделали? Сами сделали. Начинается все отсюда, вот трубу порезали, потом вот тут столб заварили, координатный столб, потом вот ось X заварили, потом Z и так далее. И в итоге получился вот такой вот фрезерный станок. То есть вы взяли какие-то комплектующие Да, и собрали как конструктор? Да, А вот это Как- все изготовили сами? да. А. Все заварили. Обратите внимание, друзья, вот здесь у нас есть... Ага. я правильно понимаю, что это сделано на... Тут участвует, получается, тут участвует лазерный станок по металлу. Да? вот так вот. Ага. Участие принял еще вот фрезерный станок по дереву, потом еще вот лазерный станок по дереву, СО2 лазер. А тут вообще 3D картинка, да, у вас? А тут 3D это конкретно уже этим фрезерным станком вырезано. И тут вот тоже вот бляшка, красотуля, вот это все лазерным станком сделано. Но сам хомус, конечно, я сам вручную кую. А, это тоже ты сам изготовил? Да, Ты делаешь еще хомусы? да, хомусы делаю. Вот, как-то так. Вот тут маленький станочек стоит. Вот это получается 60 на 90 сантиметров рабочее поле.
она полностью законченный вариант. Ага. Вот этот комплектующий мы, получается, заказали там, где был, ну, много чего, но Шанхай, Шэньчжэнь, Гонконг. Вот по этим местам мы ходили, подружились с мастерами-литейщиками, которые вот для нас залили вот эти все элементы. Вот это более поздняя версия, которую мы сами собрали. Они уже все залили, она полностью чугунное основание. Да? И получается, нам отправили, мы собрали, и некоторые части мы докончили. Ну, имея такие большие технологические ресурсы, смешно было бы только работать только на услуги, поэтому мы решили сейчас запустить линию декоров и сувениров. Сейчас мы разрабатываем вот такие вот сувениры. Это, получается, у нас заготовки. Угу. Здесь гравировка нанесена лазерным маркератором. Нержавеющая сталь, полировка. Потом здесь будет или конский волос, или еще не подумали, может какой-то макраме или что-то в этом стиле. Ну, это у нас пока в разработке. То есть вот так подобного плана гравировку вы делаете на этом станке? Нет, мы делаем вот на этом. Вот, Вот стоит гравиратор. Гравировка происходит моментально. Мы иногда даже делаем на заказ. Тоже услуги предоставляем по гравировке. На ножи делают, на какие-то листочки. А это станок по Это у нас лазерный станок по дереву. дереву? Ага. Он еще у нас режет оргпластик таким вот способом. Это тоже наш прототип был. Это какой-то для печати, да? Видимо? Нет, Он это в прототип. зеркальном? Ага, он прототип для автомобильного рециркулятора. Тут коробочка, и тут рециркулятор бактерицидный находится. Вот. Вы еще изготавливаете рециркуляторы воздуха? Да, у нас еще есть производство рециркулятора воздуха. Там можете посмотреть, уже готовые стоят. Ну, действительно, огромное количество станков. Даже в этой части это мы еще все не просмотрели. Но, друзья, мы сейчас пока передвигаемся в следующий зал, а вы посмотрите небольшой блок рекламы. Испытано на себе. Испытано на себе. До этого дня я думал, что бывают только вот какие-то такие вот, лазерную резку я еще слышал, фрезеровку по дереву и так далее, гравировку. Об этом я знал, но для меня тоже такое открытие. Вот мы сейчас перешли в следующий зал. Здесь находится достаточно интересный станок. Давайте об этом вам сейчас расскажет Виктор Ларионов. Да, Виктор, ты не только покрасчик, ты еще оператор этого станка. Да. Что это за станок? Это станок плазменная резка. Он является более мощной версией лазерного станка. Вот, например, лазерный станок, он режет вот маленькие вот такие металлы, которые вот этот на 1 миллиметр, да? И он более точный лазерный станок, да? А вот этот плазменный станок, он более грубый и этот мощный. Видите, вот разница, это уже 2,5 сантиметра. И он режет более,
грубо. так Грубовато, сказать. но зато Да. мощное, да? Да. Виктор, скажи, для чего используются, допустим, предметы, вырезанные на этом плазморезе? Ну, они используются для, вот, например, машиностроения, строительстве. Ну, машиностроение, это в частности сходят вездеходы, там, например, вот Оранж Гараж тут стоит тоже, видели, да? Вот, например, они используются для рычагов, там, всяких разных... для... Усиленных конструкций? Да, усиленных конструкций. И еще для строительства еще подходит. Для строительства. Да. То есть везде, где нужен крепкий, толстый Да, металл, да. вырезанный. Виктор, спасибо большое. Но мы сейчас переместимся уже непосредственно на наш станок лазерный, где будем делать логотип передачи «Испытано на себе». Ну, вижу, что здесь это сварочная зона, да? Сварочная зона. Вот хотелось бы обратить ваше внимание на очень красивый мангал. Сделан он с использованием лазерной резки, вот именно того станка, на котором мы сейчас будем работать. И хотелось бы обратить ваше внимание, действительно, как и говорят ребята, он очень высокоточный. Вот, например, вот эта крышка, тут, я думаю, даже муха не пролетит. Оп. И все очень красиво, да, действительно. А многие, как я понимаю, даже ставят свой личный бренд, то есть фамилию, как мы видим на этом примере. Ну, я думаю, что эти станки можно сравнить, наверное, с 3D принтером, когда ваша фантазия вот, практически ничем не ограничена. Вот все, что вы хотите, все можно тут сделать. Итак, ну, сейчас смотрим, переходим непосредственно к лазерному станку. Надо поблагодарить ребят за отличную экскурсию. Здесь за станком у нас находится оператор лазерного станка. Так, Игорь, сейчас идет, я так понимаю, подготовительный процесс, да? Да. С чего начинается само действие? Начинается все с выбора металла, толщины и в зависимости от того, что это нержавеющий металл, алюминий или простая черная сталь. То есть надо дать понять лазеру, с какой температурой, С чем он будет с чем он работать будет работать. и с какой толщиной. Ой, всегда мечтал, можно попробовать? Сейчас, друзья, я буду управлять с помощью пульта. То есть влево-вправо, да? Да. А фаст зажимаешь, и он быстрее. Зажимаешь фаст. А. Сейчас наша задача отмерить границы, да? Да. Так, как это делается? Перейди чуть-чуть повыше. Угу. Еще. Либо нажми FN и Zero. FN и FN и Zero. Все. Это Он что он пришел сделал? на нужную точку. Да? Указываешь ему нулевую точку, Ага. и он на нее автоматически приходит. Как домой. Ага. Далее что мы делаем? А далее мы измеряем габариты на самом металле. Влезает у нас данная деталь или нет. Угу. Как это происходит? Нажимаем уже непосредственно на пульте рама, чтобы... Нет, здесь. там? Мгм. Да. И смотрим. Вот это он делает автоматически, да? Да. Он сканирует металл? проходит по самой грани детали. То есть сейчас он прошел по дизайну Да. и, соответственно, понял, что... Или ты видишь, что... Да, я просто вижу, что за пределы металла луч не уходит, Мгм. указатель, и понимаю, что металла хватает, передвигать никуда не надо. Сейчас мы уже приступим к резке, да? Да. Можно я нажму на нужную кнопку? Да, для начала надо отключить лазерный указатель, Так. шаттер. Отключаем лазерный указатель. Это вот тот... Красная маленькая точка. Нажимаю шаттер. Все. Все, отключился. И теперь можно приступать к самой резке. И все идет отсюда? Не надо там ничего нажимать? Не. Нажимаем кнопку «Старт». Да. Мне кажется, это самое легкое, испытано на себе, которое я испытал. Нажимаем «Старт» и начинается резко.
Ну что, друзья, готов наш логотип передачи «Испытано на себе». Я тоже принял в нем непосредственное участие, но по своему участию я так понял, что вот такие высокотехнологичные вещи, приборы, они очень сильно облегчают жизнь человека, да, то есть, грубо говоря, сделать дизайн, подогнать, все подготовить и потом только там нажать пару кнопок, и уже вот такая красота готова. Обратите внимание, хотел бы обратить ваше внимание на тонкость работы лазера. Вот здесь у нас элементы дизайна, они буквально толщиной, по-моему, с иголку. И они все сохранены, все есть. Я думаю, этот логотип, конечно, найдет свое место. Логотип передачи «Испытан на себе» готов, но не полностью. Я, как начинающий дизайнер, забыл поставить здесь отверстие для крепежа еще на этапе работы над дизайном этого логотипа. Поэтому сейчас добавим немного ручной работы. В этом нам поможет сверлильный станок. Все сделаем на глаз. Включаем. Все-таки точность человеческого глаза и точность ЧПУ, разница видна, да? Чуть-чуть ближе к этому краю, но ничего страшного. Главное, что сделано своими руками. И еще 3 отверстия. Отверстия готовы в произвольном порядке, но тем не менее будут держать этот логотип. Пока не придумал где, но держать будет точно. Друзья, тут между делом я заметил еще вот такие конструкции, которые выполняются, также изготавливаются в этой компании. И я спросил, что это, да? То есть это получается форма для заливки пчелиного улья. Это один из их заказов. Соответственно, вот это у нас пенополиуретан, который заливается в эту форму, и он стоит из корпуса и вот такой вот крышки. И с помощью этого улья можно уже делать вкусный, очень вкусный мед. Сейчас я тоже сделаю вклад в производство одной из такой форм. Нам нужно для этого перейти в сварочный цех. Сейчас мы здесь видим заготовку для формы, из которой делают пчелиный улей. И задача сейчас вот этот штырь провести по всем отверстиям, поставить шайбы с этой стороны и с этой и заварить. Поехали. Искрит, да? Она жестко должна быть. Не вытек. Ага. Вышло? Ага. Так, поехали. Все ровно здесь и здесь. Испытано на себе. Испытано на себе. Сейчас мы проверим те знания, которые дал мне сварщик Федор в прошлый выпуск, в один из прошлых выпусков.
Что-то не срабатывает хамелеон? Нет. Срабатывает? Нет, не работает? Смотри, смотри. Реально. Работает, да? Не работает? Давай ту возьмем, ту маску. 2 раза меня заставили. Как не работает, да? Зайчики, ну. Вот, это работает. Ну что, друзья, полученные знания в одном из выпусков передачи «Испытано на себе» не прошли даром. Я даже разбираюсь в масках, хамелеон, не хамелеон, работает она или нет. Вот, поэтому, думаю, вот из этой формы сделают очень много ульев, которые, соответственно, потом принесут много меда. Ну, не без помощи пчел, конечно. Итак, сварку я закончил. Проверил, вроде даже не прожег свою одежду. Вот, сейчас мы перейдем к гравировальному станку, где вот на свой нож, пользуясь случаем, я бы хотел выгравировать тоже логотип нашей передачи. Сейчас Иннокентий загружает компьютер гравировщика. Вот, гравировку я решил сделать на вот этот перочинный нож. Скорее всего, вот с этой стороны. Также выбьем логотип передачи «Испытано на себе». Первым делом, что нам надо сделать, это замерить высоту, да, длину. Так, высота у нас получается где-то на 7 миллиметров. Тут еще и изгиб идет, видишь? Да. И вот это произвольно сделать. Угу. 7 миллиметров. Кстати, интересный факт, все ЧПУ работают на Windows XP. Так, высота у нас 7 миллиметров, длина примерно 16,5. Получается 7. Если отсюда начинать, у нас места хватит на 16. А, нормально. Да, по идее. Самое то. Да. Сейчас. Хорошо. Угу. Так, сначала тут контрольный этот сделаем, чтобы ножик зря не этого. Так. Контрольный. Вот она. У нас тут получается у нас тут 2 контрольных этих лазерных лучей, которые показывают именно высоту фокусировки головы. Она должна вот объединиться, вот, соединиться вместе. Ага. Вот. И сейчас попробуем что-нибудь гравировку сделать. Так. Так, получается, она будет вот в таком виде. Но это он очень быстро показывает, как она будет выглядеть. Не знаю, на камере видно, не видно. А так, невооруженным глазом вот так сбоку видно. Да. Силуэт. Ага. И можно уже пробовать заварить. Так. Вот такая должна. Видно, да? Тут можно контур убрать и заливную сделать. Давайте заливную попробуем еще раз. Ну, вообще процесс производства, процесс изготовления чего-то. Это сначала здесь все в программном уровне программируется, как она будет видеть
потом после этого уже можно это... Размещаем нож на станке и делаем фокусировку. То есть вот эти все два лазерных луча, вот видите, вот это расфокус, видно? Вот расфокус, и их надо соединить, чтобы было только две точки. Вот, правильно? Еще. Обратно. Пошла. Где-то. Вот так. То есть можно еще в процессе. Главное его не шевелить. Чем дольше держать, тем она глубже проникает. Давай подольше подержим. А насквозь может прожечь? Насквозь вряд ли, но проникает конкретно. Вот такой вот отличный у нас получился нож. Фирменный. Передача «Испытано на себе». Ну что, друзья, это был проект «Испытано на себе». В конце каждой передачи я могу делать так теперь или вот так. Вот. Сегодня практически своими руками и с помощью новых технологий цифровых и с помощью Иннокентия Уран и его команды, компании Уран Machines, мы испытали себя в роли оператора ЧПУ, но и не только. Я думаю, вам понравилось. Иннокентию огромное спасибо, удачи, успехов. Ну и, конечно, встретимся с вами буквально через некоторое время вновь на канале Якутия 24. Испытано на себе.